работать. Ну, дорогие мои товарищи, дорогие мои коллеги, действительно мне выпала огромная честь работать на благо республики, нашего гражданского общества в первом, во втором, часть третьем созыве и четвертом созыве. Конечно, есть с чем сравнить. Я помню, как мы начинали, как в той песне Иннокента. У нас было 2 маленькие комнаты. Это уже лучший вариант был. У нас не было аппарата, нас было всего 30 человек, потому что принцип был отбора в палату другой. 15 человек от главы республики, 15 мы избирали сами. Но, к счастью, горжусь еще раз говорю тем, что выпала честь работать с таким мощным, небольшим, но мощным коллективом. Мы буквально были такие рейтинги у Общественной палаты России, когда ежемесячно распространялся маленький такой бюллетень на 4 такого формата. И на нем в цвете была территория Российской Федерации, все субъекты. Вот мы находились в серой зоне. Мы понимали, что мы только начали работать, мы не хотели тупо копировать опыт других субъектов, опыт Общественной палаты Российской Федерации, хотели что-то сделать именно такое свое, которое бы подходило нам, более нам, как республике многонациональной. И я скажу, что уже через год наш цвет был ярко-красный. То есть за год мы вышли в 5 лидеров по всей Российской Федерации. Но особенно этому послужило то, что мы первые в Российской Федерации представили наш субъект в Общественной палате Российской Федерации. Это и огромное пленарное заседание с заместителями председателей правительства Российской Федерации, многочисленные выставки, и художественные, и промыслов, это и дегустации наших блюд, это выступления в театре наших детских творческих коллективов. Ну, мы задали такую планку, которую было сложно кому-то выдержать, и поэтому с годами эта традиция ушла в никуда. Круче нас ни у кого не получилось сделать. Да, сейчас, конечно, я вижу совсем другую палату. Я вижу, как все здорово и четко отрегулировано. Созданы все нормативные документы, нормативная база просто в отличном состоянии. У нас прекрасный офис, у нас прекрасный аппарат, у нас есть все. Только работай, как говорится, не хочу. Поэтому я очень коротко буду заканчивать. Я хочу пожелать всем членам Общественной палаты, независимо от созывов, крепкого здоровья в наступающем году, успехов во всем. И дай Бог нам и нашему руководству республики действительно 5-й состав, как сказали мои коллеги, сформировать и с учетом мнения членов Общественной палаты действующих. Дай Бог всем здоровья, всегда с вами, Павлович. Уважаемые коллеги, времени в обрез, поэтому можно было бы говорить очень много, но кратко я скажу с пожеланиями вновь избранному председателю, ну и с перспективой на будущее. Действительно, несколько слов о втором составе. Действительно, в первом составе были приняты нормативно-правовые акты, согласно которого уже формировался второй состав. И он был очень интересный в том плане, что нас было 66 человек, из них 36 представляли представители районов. Конкретно районы сами выдвигали людей от общественных советов. И поэтому вся наша работа была направлена на реализацию главной задачи, которая стояла перед нами, это объединение гражданского общества, работа с ним, чтобы практически мы установили тесную связь с органами государственной власти. И вот тот состав, с которым мне посчастливилось работать, вот именно мы этим вопросами занимались. И, конечно, надо сказать о том, что у нас было очень много своих задумок, и практически вот даже я не навязываю вот то, что у нас было, но с другой стороны хотелось бы сказать о том, что у нас был очень сильный экспертный совет с привлечением всех заинтересованных сторон, особенно общественников. Все они у нас принимали участие.
был общественный совет «Антикоррупция», экспертная группа по резонансным публикациям СМИ. То есть практически мы все держали на контроле. Если где-то что-то возникало, и это поддерживалось тогда президентом республики Егором Афанасьевичем Борисовым. Мы практически в этом плане очень тесно работали. И, конечно, в этом плане мы всегда держали руку на пульсе. И практически очень много резонансных выступлений было. Мы проверяли, в том числе вот по школам, помните, были случаи, мы проверяли, здесь провели мы в общественной палате круглый стол, для нас не существовало авторитетов, практически мы на свои заседания приглашали руководителей министерств, ведомств, правительства, они приходили, и в принципе с ними мы тесно сотрудничали. Была у нас межкомиссионная группа по этике, практически у нас тоже тех некоторых не желающих работать членов общественной палаты хватало, и практически мы даже путем рассмотрения заседаний вот по этике вносили предложения по отзыву и отзывали. Было 3 года, но тем не менее, значит, таким образом мы заставляли людей работать. То есть в этом плане мы всегда работали. Теперь, значит, сегодня как-то говорят, денег не хватает. Денег не хватает. Второй состав работал по смете, который был для первого состава, это 30 человек. Но вместе с тем, значит, мы добивались и средств, с тем, чтобы организовывать все наши зональные семинары и форумы. Практически перед тем, как провести форум в республике, мы по всем районам, по зонально выезжали, проводили форумы с привлечением наших общественных советов. И практически за счет этой работы мы активизировали деятельность общественных советов на местах, деятельность НКО, волонтерство и практически оказание помощи через наши структурные подразделения в этом плане. И сегодня я что-то, конечно, в отчете невозможно все включить, и я согласен с председателем, но тем не менее, конечно, мы занимались не только общественными советами, мы занимались и ТОСами. Практически с органами местного самоуправления можно работать и через ТОСы, это тоже общественное формирование. К сожалению, по-моему, в последнее время немножко эти направления упущены. И тут, видимо, тоже надо обратить особое внимание. Конечно, тут многое говорю, но сегодня время другое, понимаете? Специальные военные операции, поэтому тут ничего не сделаешь. Поэтому у каждого времени свои направления, но вместе с тем реагировать на насущные интересы жителей республики – это главная задача общественников. Много общественных организаций. Вот сегодня товарищ задавал вопросы по инклюзивному обучению и так далее. Вот и коллега говорил, мы даже когда проводили нашу презентацию, первую презентацию в Общественной палате Российской Федерации, мы даже привезли с собой наш инклюзивный театр, они выступали в Москве, и мы это все показывали. И не только там дегустацию наших блюд проводили, но и все другое показывали. Занимались развитием языков и так далее. В этом плане надо смотреть. Мы проводили круглые столы. Это инициатива Общественной палаты. Тут не надо бояться, проблема есть. Собрали интеллектуалов, экспертов, пригласили всех и проводите круглые столы. На этих круглых столах мы очень много вопросов рассматривали. Начиная с вопросов строительства школ в городе Якутске. Помните, проблемы были. И после обсуждения на круглом столе в Общественной палате была разработана программа по строительству школ в городе Якутске. Я не хвалюсь, это просто было. По строительству онкодиспансера. Наши медики, понимаешь, и общественность не могли разобраться, где строить этот онкоцентр. Здесь или же возле медцентра. И в результате этого упустили деньги, которые выделены были Путиным. И только после обсуждения на Общественной палате наконец-то определились, и сегодня уже остается объект. Поэтому, товарищи, сила у Общественной палаты огромная, инициатив много, инициативных людей в республике очень много. И вот в этом плане, уважаемые коллеги, просто я пожелал вам активности, смелости и быть действительно надежными выразителями общественных интересов. Наши общественные организации тоже очень сильные. Ну и, конечно, в заключение хотелось сказать о том, что, да, действительно, финансирования денег никогда не хватало.
Поэтому с деньгами надо работать. Но в свое время, когда мы работали, наш общественный совет еженедельно проводили планерки. Это председатель, заместители председателя с участием председателей комитетов. Вот эту работу надо возродить. Не аппарат командовал, тогда у нас и аппарата не было, но потом аппарат появился, но все равно руководители руководили и направляли деятельность члены общественной палаты. Вот в этот аппарат должен обеспечивать деятельность общественной палаты, а не руководить общественной палатой. В этом плане тоже смотрите. Ну и, конечно, будет формирование нового состава. Не секрет. Председатель, ну и член общественной палаты будет принимать самое активное участие. И хотелось бы, чтобы в следующем составе все-таки побольше были учтены представительства вузов. Это главное, потому что они несут все то свежесть с мест, понимаете, представителя. Сегодня система другая, но вместе с тем, вот когда мы, вот нормативно-правовые акты все были разработаны и приняты практически вторым составом. У нас очень сильнейшая экспертная служба была. Вот Илья Мачирович был здесь, но почему-то он забыл, понимаешь, что вот закон, который сам же разрабатывал, где запрещается государственным муниципальным служащим быть членом общественной палаты. Поэтому, ну, тем не менее, вот эти все вопросы, ну, они несовершенны, понимаете? И в этом плане вам еще работать, доработать. Ну и пожелал бы, чтобы этот состав 4 успешно завершил работу. Ну и надо работать активно с нашими общественниками, чтобы они выдвигали своих представителей. Затем они через главу, через Илтумен и потом общим голосованием прошли и работали в интересах все-таки жителей нашей республики. Спасибо. Ну, добрый день, дорогие наши коллеги. Очень приятно сегодня с вами встретиться. Действительно, 1, 2, 3 состав, они все разные. Значит, мои коллеги сказали, как это было, поэтому повторяться не буду. Вот сегодня у нас сидит пример того, что общественность у нас есть, общественная палата есть, Николай Дмитриевич, да? Он уже мясорубку-то прошел, как мы говорим, да, в народные депутаты, поскольку он избирался по нашему набережному избирательному одномандатному округу. И он понял, да, что такое общественность на местах. Вчера он был у нас на отчете значит, главы Губинского округа. И, наверное, уже понял и видел, значит, и уже общественность наша, ну, я не знаю, как другие, значит, такой город наш Губинский, значит, у нас всегда бывает полный зал, да? То есть мы никогда не говорим, так, вот, лорд 10 человек, вот там 20 человек, у нас такого нету. Значит, есть у нас общественный совет, мы говорим, что такого-то будет отчет или встреча с депутатами, и у нас впервые, ну, мы практикуем это в Губинском, и опять-таки наши депутаты, все 5 депутатов, которые избраны по набережному округу, они это почувствовали. Значит, общественный совет Губинского округа провел первое заседание. Значит, с ними пригласил всех значит, депутатов Илтумена, у нас их целых 3. Это, значит, ну, основной у нас, значит, Николай Дмитриевич, дальше у нас есть, значит, Антонина Афанасьевна и Иван Луцкан. И наши, значит, 3 тоже депутата городской думы. И мы всех их собрали и, значит, объяснили, что такое Губинский округ, что такое общественность и как с нами работать. Вот это вот низовой состав именно общественности, которая есть, она должна развиваться. И очень хорошо, вот сказали мои коллеги, мы очень выстраивали долго, системно выстраивали работу с улусами. И, конечно, очень жалко, сейчас я езжу по грантовым, значит, программе нашей православной епархии «Арктический десант». И за 2 года мы проехали по 7 арктическим улусам. И, к сожалению, конечно, очень печально, вот, да, я поддерживаю Ивана Ивановича, что действительно общественная работа там уже практически ушла на нулевые, там, будем говорить, да. И когда мы говорим, да хорошо, еще нас помнят, знаете, ой, вы шли, вот и тогда мы на уровне вот общественности сами собираем, а так уже, значит, в улусах такой активной работы уже нет. Ну и, конечно, бы хотела сегодня поблагодарить своих старших коллег, которые, значит, работали в 1, 2, 3 составе, 4 составе. Я
я, значит, ничего сказать не могу. Я знаю, что вы отработали очень хорошо по СВО и по, значит, по дальневосточному, значит, развитию Дальнего Востока по проектам. И Иван Ивановича хотела поблагодарить за арктическую вот эту работу. То, что мы делали в первом и втором составе, я сейчас уже вижу даже по той мамонтов-гости, которые уже, да, не вывозится, и стало, значит, лицензия получили муниципалитет. Это были, значит, задачи поставлены перед вторым составом, и все это работает. Ну, уважаемые коллеги, действительно хотелось бы сегодня вам пожелать всего того, что вы действительно были общественниками. Вот, я всегда, конечно, я была во втором составе секретарем общественной палаты, естественно, у нас было очень много вопросов, вот, кто не работал, значит, и вот мы не жаловались. Мы выходили, значит, собирали комиссию по этике, значит, делали свое определение. Если это было со стороны Ильдархана, мы туда отправляли, если муниципалитет и так далее, по всем мы от таких людей избавлялись. Быстро и конкретно. Поэтому хотелось бы, чтобы такая основная работа у вас была, а смеяться не надо, потому что вы знаете, что, да, нужно работать. Если пришли работать, и не надо, вот знаете, ага, все. И я вот меня услышала, знаете, в третьем составе, когда я слышала, а я же бюджетник, да, меня же с работы уволят, тогда не надо ходить в общественную палату. Вот это вот мое конкретное пожелание. Хотите работать, работайте, хотите сидеть на своем кресле, сидите на своем кресле. И, значит, вот этой работой заниматься не надо. Всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все общественная наша палата все-таки также занимала первые места и была в первых рядах общественной палаты России. А всем вам здоровья, чего вам на сегодня очень-очень необходимо. И, конечно же, большой победы нам и в СВО, и, конечно же, с большой поддержкой нашему любимому, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо.